Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Добрый вечер. В студии Алиса Шамба. Коротко о главном. Президента избрали. Делегация наблюдателей из Абхазии рассказала журналистам о ходе выборов президента Южной Осетии. Поставить точку. Верховный суд Абхазии огласил приговоры по делу о покушении на экс-президента республики Александра Анкваб. На 1,5 рубля дороже в Абхазии выросла цена на бензин. Президент Рауль Хаджимба поздравил избранного президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова. От всей души поздравляю вас с избранием на должность президента Республики Южная Осетия. Народ Абхазии с большой теплотой относится к вашей республике. Убежден, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие плодотворного двустороннего сотрудничества между нашими странами в различных сферах во благо граждан наших государств, а также в интересах укрепления региональной стабильности и безопасности. Уверен, что под вашим руководством связи между нашими республиками будут и дальше укрепляться и развиваться, говорится в тексте поздравления. Делегация из Абхазии под председательством секретаря Совета безопасности Республики Мухаммада Килба приняла участие в мониторинге выборов президента Осетии в качестве международных наблюдателей. По итогам поездки в Центральной избирательной комиссии Абхазии прошла пресс-конференция с участием Мухаммеда Килба и председателя ЦИК Тамаза Гогия. На пресс-конференции побывала наш корреспондент Сересмар. Открывая пресс-конференцию, секретарь Совета безопасности Республики Мухаммад Килба отметил, что делегацию из Абхазии в Южной Осетии приняли с большим теплом. По его словам, к их приезду уже был спланирован четкий график, согласно которому и велась работа в течение нескольких дней. Мы свой рабочий день начали именно совещание в нашем посольстве в Цхинвале, где было принято определенное решение по конкретным действиям. Мы предложили нам посетить штабы всех кандидатов, хотя это может быть такое нестандартное решение, но тем не менее это было воспринято очень тепло, и мы на уровне представителей, руководителей штабов и членов штабов этих кандидатов в очень такой дружественной, теплой обстановке обменялись мнениями перед началом конкретной работе в роли международных наблюдателей. Затем, чтобы подход был не формальный, а максимально охватить все процессы, которые происходят в республике в этот день, мы разделились на 2 группы и выехали вначале по самому городу, по столице, по Цхинвалу и Цхинвальскому району, а затем в самые отдаленные населенные пункты, горные районы Южной Осетии. И мы посетили 27, по-моему, вместе 2 группы посетили и общались, исследовали 27 избирательных участков в течение этого дня. Мухаммад Килба подчеркнул, что делегации из Абхазии была предоставлена возможность провести брифинг к моменту окончания голосования. Представитель абхазской делегации отметил, что выборы на территории Южной Осетии прошли на высоком организационном уровне. Ни на улице, ни на подходах, ни на подъездах и внутри этих участков было спокойно, по-деловому, доброжелательно. Председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гоги отметил, что при организации и проведении выборов и референдума было обеспечено свободное голосование избирателей, без какого-либо значимого давления на их волеизъявление. Он добавил, что в ходе голосования были выявлены лишь незначительные нарушения. Надо было бы им позавидовать, насколько все организованно было поставлено, насколько все было сделано это доброжелательно. Ну, что касается непосредственно замечаний, если обращать на это внимание, честно говоря, официально мы не афишировали, но замечания, конечно, были, как и у всех нас, мы все живые люди. Несмотря на высокую организованность, замечательно поставленную работу, были, на наш взгляд, на взгляд нашей комиссии, нарушения, которые, я не знаю, насколько они могли влиять на выборы, на ход выборов и так далее, но мы давали эти замечания и в рекомендательном порядке мы на них обращали внимание, откровенно говоря. По словам представителей абхазской делегации, процесс голосования в Южной Осетии проходит практически так же, как и у нас в республике, за исключением некоторых особенностей. К примеру, каждый избиратель приходит на участок по специальному приглашению на участие в выборах. Необходимо отметить, что кабины для голосования полностью изолированы, также закрыты и урны для бюллетеней.
При подготовке списков избирателей они обходят, участковая комиссия по своему участку обходит все дома и выдает каждому персонально приглашение на участие в выборах. И с этим приглашением каждый гражданин, обращаясь к члену участковой комиссии, предъявляет удостоверение. И, как только предъявляет удостоверение, начинается с того, что в паспорте ставится штамп. После чего, проставив штамп, у них, не в алфавитном порядке, у них в цифровом порядке. То есть, если он определил, что он 30-й или 50-й или 100-й по списку, он подходит к тому члену комиссии, у которого, скажем, с определенного числа по определенное число, избирателей записано. То есть он знает свой номер и в этом промежутке обращается туда. Почему? Не как у нас. Дело в том, что, видимо, есть особенность осетинская, у них фамилии начинаются в основном с определенных букв. После этого он заходит в кабину для голосования. Кабины для голосования у них полностью закрыты. У нас открыты с обратной стороны, со спины, вы знаете, для того, чтобы мог наблюдатель наблюдать за процессом того происходящего внутри. У них же, наоборот, все это закрыто. Мало того, у них малопрозрачные урны. Они мотивируют это тем, что, чтобы не видно было, в случае, если бюллетень пойдет открыто, чтобы определять, за кого кто голосовал, мотивируют этим. На пресс-конференции Томас-Гоги отметил, что участие в выборах в Южной Осетии в качестве наблюдателей – это бесценный опыт. Очень огромный опыт. Есть вещи, которые нам необходимо перенять, и мне очень понравились. Кроме всего прочего, наша делегация провела работу в полном объеме и в полную меру. Отвечая на вопросы журналистов, Томас-Гоги рассказал о том, что наблюдалась активная явка избирателей, которая составила более 60%. Также было отмечено, что голосование проходило и на территории Абхазии. В посольстве Южной Осетии в Абхазии проголосовало более 50 человек. Царес Смыр, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. Коллегия Верховного суда Абхазии под председательством судьи Романа Кварча огласила приговоры по делу о покушении на экс-президента республики Александра Анкваб. Согласно принятому решению, Рамзи Хашиг и Астамур Хутаба приговорены к 20 годам лишения свободы. Алхаз Хутаба к 19 годам. Эдгар Читанава к 14, Эдлар Читанава к 15 и Рустам Гицба к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Муртаз Сакания был отпущен из зала судебного заседания ввиду истечения срока лишения свободы, который составлял 4 года. Тамаз Барцыц был признан невиновным. Дело в отношении Алмазбек Чач закрыто ввиду смерти подозреваемого. Министерство экономики предложило сократить налоговые проверки. Речь идет о внесении изменений в закон о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Было принято решение усилить данный закон. Рассматривается также вопрос создания межведомственной комиссии, которая не чаще 1 раза в год будет осуществлять соответствующие проверки. Предприниматели ставят совершенно правильно и резонно вопрос о том, что мы платим налоги, куда идут наши деньги. С этой стороны необходимо, конечно, обеспечить полную прозрачность бюджета, о чем мы уже говорим 2 с лишним года. Но я думаю, что это вопрос все-таки решится в ближайшее время. В части либерализации, в части того, что мы придем к тому, что мы все-таки в жесткие такие рамки должны все это внести, в такие рамки, чтобы для тех, кто контролирует, пытается проверять, у них были жесткие ограничительные рамки. С одной стороны. С другой стороны, бизнес должен понимать, что не все, к сожалению, бизнесмены добропорядочны. Есть и исключения. Поэтому и здесь с этой стороны тоже будут ужесточения. Бизнес, он пополняет казну государства. Для того, чтобы предприниматели нормально работали, их нужно создать максимально комфортные условия для их деятельности. И сокращение проверок – это как раз один из моментов, который поможет улучшить работу предпринимателя. Предприниматель должен заниматься тем, что думать, как развить бизнес, как расшириться, улучшить сервис и так далее, а не думать о том, какая проверка в очередной раз придет, сколько времени это займет и как ему выходить из данной ситуации.
Администрация Гагрского района обращается к участникам освобождения Гагрского района в период Отечественной войны народа Абхазии, к семьям погибших воинов с просьбой представить именные данные в военкомат 7-го Гагрского района или в районный военкомат 7 Гагрского района или в районные городские военкоматы по месту жительства до 1 августа текущего года. Тему создания комитета по вопросам ветеранов Отечественной войны народа Абхазии обсудили ветераны с депутатами парламента 6-го созыва Баталом Тапагуа, Раулем Лолуа, Ахрай Абух, Бастамуром Логу и Лашей Ашува. По словам ветеранов, на сегодняшний день в Абхазии такого комитета нет, как и нет закона о ветеранах. Участники встречи также отметили, что ветераны сталкиваются с трудностями в вопросе получения необходимых медикаментов. Тема вызвала множество вопросов. Встреча прошла по инициативе Республиканской ассоциации ветеранов войны Абхазии в Кабарце в городе Гагра. Выслушал ветеранов, депутат Народного собрания заверили присутствующих в том, что вопрос о ветеранах будет вынесен на обсуждение в парламенте. Абхазские паломники в рамках визита в Израиль встретились с Иерусалимским патриархом. Подробности у Мананы Кокускер. И снова, как и в прошлом году, абхазских паломников принял Иерусалимский патриарх Феофил III. Директор Духовно-нравственного фонда Симона Канонита Евстафия Псильского Рауф Харазия произнес приветственное слово, рассказал о цели паломнической поездки, подарил патриарху картину с Новоафонским монастырем. Позвольте это вам. Спасибо большое. Патриарх Феофил III, в свою очередь, отметил, что рад снова увидеть абхазских паломников на Святой Земле. Я буду молиться, чтобы ваше пребывание на Святой Земле было благословенным, чтобы вы получили то, что ожидаете. И не только за вас, которые присутствуют здесь, но ваши семьи, ваши дети, родственники и, конечно, ваше правительство. Мы все члены одной церкви, мы все являемся частями тела Господа. И мы должны стараться делать все, чтобы существовать в мире и согласии. Глава Иерусалимской церкви раздал памятные подарки руководству фонда, а отцу Далмату преподнес грудной крест. Всех же остальных благословил иконами Пресвятой Богородицы. Вы нам позволили, удостоили великой чести принять нас в этом году снова. Мы начинаем все наши действия с паломническую поездку по Иерусалиму после нашей встречи с вами. И все те добрые традиции, которые были совершены в прошлом году, хотим их уже в дальнейшем превратить их в добрую традицию. И если будет Господу Богу угодно, мы хотим это делать из года в год, что православный народ в Абхазии тоже мог почувствовать благодать светлого огня. Благодарим вас, что вы нашли время для нас. Следующим местом паломничества оказался город Назарет. Здесь, на источнике Благовещения, был проведен молебен. Это святое для каждого христианина место. Место, где начинается Новый Завет, благую весть, которую принес архангел Гавриил Марии. И эта весть облетела весь мир. Записки у источника – это молитвы верующих, а деньги – это их благодарность. Рядом с источником находится дом Иосифа Обручника. Здесь Иисус провел свое детство и юность. Это святое место принадлежит католической церкви. Манана Кокуски, Роберт Джопуа, Иерусалим, Сухум. В МЧС Абхазии завершились вступительные экзамены в профильные высшие учебные заведения Российской Федерации. Из 12 абитуриентов в Москву поедут 9 человек. Подробности в сюжете пресс-службы ведомства. В МЧС Абхазии завершились вступительные экзамены в профильные высшие учебные заведения Российской Федерации. Из 12 абитуриентов в Москву поедут 9 человек. 2 в Академию гражданской защиты, 7 в Академию государственной противопожарной службы МЧС России. Однако позади лишь первый этап испытаний.
В Абхазии отобрали сильнейших из общего числа абитуриентов. Согласно межведомственным договоренностям, поступающие из нашей республики должны еще раз подтвердить уровень своих знаний уже непосредственно в российской столице, пройдя очередные предвузовские испытания. Как и в Сухуме, им предстоит написать диктант по русскому языку, сдать физику и математику, а также проявить свои физические способности. По словам руководства МЧС Абхазии, подобная система отбора позволит исключить попадание в учебные заведения МЧС России наименее подготовленных ребят и девушек. А те же, кто поступит, через несколько лет вернутся на родину настоящими профессионалами. И в конце выпуска информация о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 5-7, днем 19-21 тепла. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.